Каким должен быть мусульманин? Ищите ответ на shakir.com. Ссылка в описании. Вам нужно понять, почему девушка укрывается. Почему? Аллах так сказал. Почему ты постишься в Рамадан? Ну понятно, ученые сказали, что когда ты постишься, в организме благоприятные процессы. Уверен, от поста много пользы. Никто не отрицает, уверен, что они есть. Но мы делаем то, что делаем, потому что Аллах так сказал. И точка. И точка. Не ищи подкрепляющие факты, пытаясь себя убедить. Теории замечательные. Мы с вами, как мусульмане, делаем то, что делаем, потому что Аллах так сказал. И не делаем то, чего не делаем, потому что Аллах так сказал. Он знает то, чего я не знаю. И моя задача как мусульманина, того, кто полностью подчинился Аллаху, слушаться велений Аллаха. И если я ему послушан, нравится это людям или нет, ты найдешь счастье и успех в этом мире и в будущей жизни. И знаете, что меня поражает, братья? Знаете, что изумляет? Иной раз, когда людям это говоришь, не, брат, не я. Я должен знать. Опять же, это дверь шайтана. Слушай, брат, я должен знать. Вот знаете, братья, пожалуйста, вот лучше присядьте. Когда ты признал Аллаха в начале, ты признал, что Он всезнающий, да или нет? Всевидящий, мудрейший, всемогущий. И когда Аллах мне не спаслал, чтобы я чего-то не делал, мне уже не надо это выяснять. Ты можешь, ладно. Это нормально, если в каком-то законе Аллаха ты мудрость найдешь. Это ладно. Но сомневаться в Аллахе? Почему Аллах это запретил? Зачем Аллах так сделал? Почему Он это сделал халяль? А это почему харам сделал? Брат, когда мы с тобой так делаем, в каком положении мы находимся? В каком мы находимся положении? Каково наше положение? И этот же самый брат, вот что мне интересным-то показалось, этот же самый брат. Каждый из нас признает все, что нужно признавать. А когда до дела доходит, когда нужно с закрытыми глазами подчиниться, вот пример приведу. Вот, наверное, большинство из нас, не хочу наклеветать. Большинство из нас, пожалуй. Ко врачу, когда идем, во враче сомневается кто-нибудь? А? Ну? Обычно как бывает? К врачу, когда приходим, мы с вами знаем, что брат даже не в курсе, откуда он, где учился. Ты вообще без понятия. У тебя нет информации о нем. Откуда этот врач? Не знаю, на нем был костюм, галстук. Он сидел за красивым столом, а на стене висел сертификат. Чё ты от меня хочешь? Чего еще ты хочешь, брат? На нем костюм, галстук. Сидит за красивым столом с красивой ручкой и сертификат сзади. Откуда сертификат? Кто подписал его? Существует ли вообще этот университет? Ты без понятия. Ты за все эти дела ничего не пробивал. В чем тогда была твоя логика? Почему ты его-то выбрал вообще? Почему, когда здоровье касается, я прихожу к врачу, сажусь перед ним, говорю, что у меня болит, и он пишет что-то на куске бумаги. Когда-нибудь почерк их видели? Нет, правда, видели почерк их? Ты ни в жизнь не догадаешься. Смотришь и не понимаешь. Распечатано или написано неясно, где верх, где низ. Ты без понятия. Каракули. И он прописывает тебе что-то. Ты без понятия, о чем он говорит. Он тебе объясняет, а ты такой, да? И ты изо всех сил стараешься, чтобы не выглядеть дураком перед ним. Хоть ты и без понятия, о чем он. А он говорит, объясняет, потом выписывает рецепт, ты его берешь, и когда ты от него уходишь и приходишь в аптеку, смотришь в эту бумагу и понятия не имеешь, что там написано. Но не сомневаешься? Нет. Нормально. Это же врач. На нем же галстук был. Запонки были.
Не просто пуговицы, а запонки. То есть видно, что у него деньги есть. И вот ты берешь рецепт, вертишь его в руках и думаешь, да что есть вообще такое? Потом идешь в аптеку. Типа единственный после врача, кто для меня лучше, это аптекарь. Потому что мы с вами знаем, единственное, что тебя убеждает, что он фармацевт. Это что? Белый халат. Если тебя без белого халата обслуживают, позовите, пожалуйста, вон того. Он приходит, смотрит на эту бумажку, на которую ты полчаса пялился и не разобрался. Он на нее смотрит какое-то мгновение и такой, а, да. А, да, основываясь на чем? Каракули? Что дата? Он идет и дает тебе медикамент, лекарство. Говорит, так, 3 раза в день принимайте после еды. И то, и сё. И ты берешь, хоть ты и без понятия. Ты без понятия. Мы не смотрим на заднюю сторону коробки, не говорим, что такое карбоновой кислоты гидрохлорид. Понятия не имею, что это такое. Ты не сомневаешься? И пьешь 3 раза в день после еды. Почему? Потому что врач так сказал. Врач знает, я не знаю. И если я хочу вылечиться, лучше мне слушаться врача. И весь курс лечения ты ни одного вопроса не задаешь. И ничему не удивляешься. По инструкции от корки до корки кладешь инородный предмет в свою глотку, запиваешь водой, с якином, с убежденностью, что это благо для меня. Но каждый Вася, Петя и Федя сомневается в Аллахе, почему так, почему не так. Каждый умник. У каждого из них свое мнение. Каждый умник сомневается в Аллахе, почему он что-то велит, а что-то запрещает. А это почему это так, брат? Убеди меня. Убеди меня, брат. Чё твои аргументы неубедительны?